Салям алейкум, в эфире Атыра, программа «Истикамет», направление «Правильный вектор». Сегодня мы с муфтием Крыма Айдером Рустемовым поговорим и обсудим тему национализма, патриотизма и тему любви к родине. Салям алейкум, хош келдинас. Алейкум салям. Зрителям напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Муфтибей, прежде чем начать, давайте начнем с того, что такое Родина и как проявляется любовь к Родине. Как можно это объяснить с точки зрения ислама? أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Родина – это та земля, где человек родился, где родились его отцы, прадеды. И любовь к родине – это инстинкт, заложенный в человеке. То есть много инстинктов, которые Аллах Субхану ва Тааля заложил в человека. Это врожденное качество. И об этом говорят многие ученые, в частности, имам Аль-Газали говорил. Именно так и говорил. То есть любовь к родине – это инстинкт, чувство, заложенное Аллахом Субхану ва Тааля в человеке. И далее даже он говорит, и можно видеть людей, которые любят свою землю, несмотря на то, что она там не представляет себе ничего особенного, то есть пустыня, например. Но человек тяготеет к этой земле, хочет жить на ней. Это все его слова, слова имама Аль-Газали. И если он покидает эту землю, то он хочет вернуться на эту землю. Ну, приблизительно вот так. А как любовь проявляется? Ну, поскольку это естественное чувство, которое Аллах Субхану ва Тааля заложил, то она проявляется тем, что человек ревностно относится к этой земле. Опять же, тот же имам Аль-Газали пишет об этом. То есть, если нападает на нее, то человек желает защищать ее. Это слова имама Аль-Газали. То есть, если оскорбляет ее, то он гневится. То есть раздражается, проявляет гнев и тому подобное. У тебя есть ли доводы из Корана или сунны пророка, где говорится любить Родину, не любить Родину, или как относиться к ней? Ну, яркий тому пример это наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. Когда было ниспослано ему откровение в пещере Хира, и он вместе со своей женой Хадиджей обратился к Вараке ибн Науфалю, это известный случай. И тот начал ему рассказывать о том, что, значит, вот к тебе пришло откровение, и случится так-то, так-то. То есть, и он рассказывал о том, что пророка Мухаммада, саллаллаху, изгонит его народ. То есть, из того места, где он живет, да. И пророк Мухаммад, саллаллаху, слушая это, он сказал: «Ава мухриджей», они меня действительно изгонят. И ученые, поясняя вот эти слова, в частности, имам Суфейри, он говорит о том, что вот эти слова пророка, саллаллаху алейхи, они указывают истифхам инкари, то есть неприязнь, неприятие, во-первых. Во-вторых, боль. То есть пророк, саллаллаху алейхи, когда это говорил, он чувствовал определенную боль. Это все указывается в толкованиях к этому хадису. И действительно, когда это уже случилось, как и сказал Варак ибн Науфаль, то есть когда наступил такой момент, спустя 13 лет призыва, то есть когда пророк уже был вынужден покинуть Мекку, поскольку уже была угроза, его хотели убить. То есть он, покидая Мекку, то есть он сказал, обращаясь образно к Мекке, к своей родине, к своему городу, где он родился, вырос, и так далее. Он сказал: если бы меня не изгнали, то я бы тебя не покинул. То есть в другой версии говорится, он сказал: насколько же ты прекрасна. То есть, и эти подобные слова, они указывают опять же на что? Они указывают на то, что это естественное чувство. То есть естественное чувство человека, в данном случае даже пророка, саллаллаху, любовь и тяготение к своему месту, к своему родному городу. Более того, то есть, когда мусульмане уже переселились в Медину и там осели,
пошел сложный период. Период акклиматизации, наверное, естественный. То есть очень много мусульман заболело. Переселенцев именно, мухаджиров. И они очень сильно страдали. То есть климат не тот. Условия не те, которые были в Мекке. Да. И даже, например, Айша, приводится такое сообщение, Айша передает Айше о том, что заболел ее отец Абу Бакр, Амир ибн Фухайра и Биляль. И они все находились в одном доме. И Айша попросила разрешения у пророка, саллаллаху алейхи, навестить их. Тогда еще хиджаб не был вменен в обязанность. Вот. И она пришла навестить их. Она сначала пришла к отцу, потом к Амиру, потом к Билялю. Это длинная история. И каждый из них, она спрашивала, как ты себя чувствуешь, о отец, как ты себя чувствуешь. И каждый из них в стихотворной форме отвечал, я сейчас не приведу все эти стихи, к сожалению. Арабы, они и славились этим, то есть говорили стихами. То есть каждый из них в стихотворной форме излагал вот те переживания, те чувства, которые у них были. То есть чувство тоски по родной земле, чувство боли, плюс болезнь вот это. То есть, и увидев все это, Аиша, когда все это увидела, она пошла к пророку саллаллаху алейхи и все рассказала ему. И тогда пророк саллаллаху алейхи, естественно, пророк саллаллаху алейхи это тоже задело, вот это состояние все. И тогда пророк саллаллаху алейхи взмолился, то есть сделал дуа. То есть попросил Аллах субхану ва тааля, во-первых, чтобы Аллах субхану ва тааля убрал эту болезнь. То есть он сказал, чтобы перенес на другие земли. И также сказал: о Аллах, приви нам любовь к Медине. То есть, такое даже дуа сделал. Также сделал дуа за Медину, чтобы Аллах субхану ва тааля даровал благодать на этой земле. То есть, опять же, подобного рода сообщения, они прямо указывают на что? На то, что это естественное чувство. Оно никак не может порицаться с точки зрения ислама. Это естественное чувство, опять же, заложено Аллахом. И даже имам Ас-Захаби в своей книге, где он перечисляет то, что любил пророк, он перечисляет именно то, что любил пророк. Любил то. И в конце говорит, и он любил свою родину. Это слова имама Захаби. И, друзья, родина – это страна, большая страна или же часть территории какая-то, может быть? Есть ли какие-то особенности в этом определении? Часть территории, скорее всего. То есть земля, на которой живет один народ. То есть на которой жили испокон веков отцы, прадеды, деды, прадеды, прапрадеды и так далее. Говоря о крымских татарах, которые в большинстве родились в депортацию, но наше поколение уже в Крыму родилось, переехали в Крым, вернулись в Крым на свою родину, и считать родиной Крым или же всю Украину нужно считать? Наверняка Крым. Крым – это наша родина. Это, во всяком случае, если вопрос адресован лично мне, то я отвечаю так. Я здесь давно, в Киеве, работаю. Периодически, правда, работал и в других городах. Но сколько бы я здесь ни жил, где бы я ни работал, все равно есть тяга к родным землям. Хотя родился я в Узбекистане. Это все, опять же, вынужденно там родились, это все сохранилось, опять же, благодаря нашим родителям, их родителям и так далее. Они прививали это все. А есть ли обязанность перед гражданином своей родины, что он должен сделать, какие обязательства перед ним стоят? Он должен любить свою землю. То есть это естественное чувство. Он должен защищать ее, оберегать ее, сохранять ее и так далее. А можно ли любовь к родине назвать патриотизмом, или это разные вещи? По определению патриотизм – это и есть любовь к родине, насколько я знаю. Но слово просто патриотизм – это такое более политическое понятие, на котором очень много манипуляций. И оно вызывает зачастую, из моего скромного опыта, то есть при общении, особенно с людьми религиозными, с теми, кто соблюдает и
желает жить по исламу, антагонизм вызывает, отторжение. Опять же, почему это все, опять же, естественно, оно объясняется. То есть, когда идет подмена понятий, то есть говорят, вот ты раз не патриот, почему ты не должен сделать это? То есть, да, я должен это сделать, но сам патриотизм, он не может быть самоцелью. То есть вот с этой точки зрения это важно понимать. Это инструменты, может быть, являются, Ну, наверное. естественно, да, это какая-то некая, наверное, средство, может, оболочка какая-то. Мгм. Но она не может быть целью. То есть целью является что, опять же? Это довольство Всевышнего Аллаха, да. Мы мусульмане. Довольство Всевышнего Аллаха. А как ислам относится к национальным атрибутам, к гимнам, может быть, флагам, каким-то другим атрибутам? Национальные атрибуты, если они не связаны и с язычеством, с тем, что противоречит исламу, и в них нет элементов язычества, то это вполне приемлемая вещь. Абсолютно. И даже, опять же, то есть во времена пророка, саллаллаху, у каждого племени была своя отдельная атрибутика, то есть свой какой-то флаг. И они когда отправлялись, например, в походы, то есть у каждого племени было Свое знамя, было свое какое-то отличительное. знамя. Да, отличительное. Но это опять же, да, все должно быть в рамках чего? В рамках ислама. Дозволенного. Да, в рамках дозволенного. То есть, если там есть Мгм. какие-то символы, которые идут вразрез Мгм. с нашей религией, то это недопустимо. Зрителям напоминаем, что работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. И, Айдруджа, скажите, осуждает ли ислам национализм? Опять же, слово национализм, насколько я знаю, да, это такой термин более политический, который возник, он больше уже в новое время, то есть в эпоху новой истории. И он возник как ответ на какую-то реакцию, то есть ответ на какую-то действительность. Вот. Ислам, он, если опять же возвращаться к источникам, к Корану и к изречениям пророка, саллаллаху, он порицает фанатичную приверженность. Аль-асабия, так называемая. То есть именно это слово, оно проходит в текстах. То есть в текстах, которые являются основой, к которым мы всегда возвращаемся. В частности, например, в одном из хадисов, который приводится у Абу Давуда, говорится о том, что тот, кто призывал к фанатизму, тот, кто сражался, то есть ради фанатичной приверженности, опять же, к чему-либо, да, то есть к племени, к народу и так далее, фанатичная приверженность именно, то он умер как в эпоху невежества, то есть во время невежества. Этот хадис, он является сам по себе слабым, но смысл его верный, поскольку другие есть изречения пророка саллаллаху, которые его подтверждают. В частности, пророк саллаллаху сказал в другом хадисе, что тот, кто сражался под слепым знаменем, сражался под слепым знаменем и поддерживал вот эту фанатичную приверженность и умер на этом пути, тот умер как будто бы как будто во времена невежества. Джахилии. Да, джахилия так называемая. Да. И то есть вот с этой точки зрения оно порицаемое. То есть когда какая-то нация, она претендует на превосходство, исключительность. Ну, это уже нацизм, наверное. Этого не может быть. То есть это запрещено в исламе. Потому что, опять же, почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «О люди, мы вас сотворили мужчинами и женщинами, народами, племенами». То есть, опять же, смотрите, да, это рамки, которые Аллах Субхану ва Тааля поставил. Он нас всех сотворил. Мужчины и женщины, народы, племена. Это знамение Аллаха, это рамки, которые Аллах Субхану ва Тааля установил. Взять просто их отрицать, или пытаться стереть, или еще что-то сделать, или отрицать, это все, опять же, идет вразрез. Вразрез с тем, что сотворил Аллах Субхану ва Тааля. Чтобы вы, а далее Аллах Субхану ва Тааля поясняет, чтобы вы что? Знакомились друг с другом, познавали друг друга. То есть брали друг друга лучшее. Знакомились, чтобы было общение.
И далее Аллах Субхану ва Тааля завершает этот аят прекрасными словами. «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Поистине, самый благороднейший из вас пред Аллахом, самый богобоязненный. То есть критерием превосходства, то есть того, кто лучше или кто хуже, является именно богобоязненность. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, нет превосходства у араба над неарабом. Это подчеркивалось не раз. И даже были интересные случаи, то есть, когда мусульмане, то есть, переселились мекканцы из Мекки в Медину, двое мальчиков, даже есть такой случай интересный, то есть дети подрались, один был местный. Можно я прерву вас? Телефонный звонок есть, да. Алло, мы слушаем вас. Я хотела бы спросить, что вот в религии ислам запрещалось строго-настрого женщинам? Что в религии ислам строго-настрого запрещалось женщинам? Спасибо. Имеется в виду в какой-то период, что ли? Или как? Ну, в исламе сейчас, возможно. Или с приходом ислама. Что в исламе запрещается строго-настрого Женщинам, да. А нельзя как-то конкретизировать вопрос? Уже зрителя вроде нет на связи, да. Ну, в исламе запрещается строго-настрого женщине. Во-первых, есть требования, то есть к одежде. То есть женщина должна быть покрыта. То есть если она не покрывается, то она ослушается повеления Всевышнего. Особо других каких-то запретов я не могу сейчас вспомнить. Ну, плюс послушание мужу. Это обязательно. То есть это та тема, которую мы неоднократно затрагивали. Да, на прошлых передачах. Да, во всем остальном, то есть вообще основа в исламском праве, что все, что обязан делать мужчина, тоже и обязана делать женщина. Это основа основ является. То есть, а все остальное является исключением. То есть привилегий каких-либо нет между мужчиной и женщиной. Ну, основой является именно это. То есть одежда только разве что. Но это первое, что мне пришло на ум. Если же снова вернемся к теме национализма, патриотизма, есть ли отличительные черты между национализмом, патриотизмом, любви к родине? Какая-то грань, возможно. То есть, опять же, я же говорю, эти понятия, они сами по себе, они больше политические. То есть они именно вот заряжены на политику. И ими манипулируют этими понятиями, такими как понятие патриотизм, национализм. Потому что некоторые люди говорят, национализм подразумевает в виду патриотизм. То есть некоторые говорят, национализм имеют в виду шовинизм. То есть и у людей вот, нету определенного четкого понимания. Почему? Потому что один прочитал там, другой услышал тут и так далее. Поэтому то есть, с этой точки зрения я бы вот, то есть, был аккуратен с этими терминами. При использовании. Да, тоже. конечно. То есть, если мы, опять же, будем называть все своими вещами, тут все становится ясно. То есть, когда мы будем уже раскладывать все по полочкам. То есть, если мы говорим патриотизм, имея в виду любовь к родине, то есть, любовь к родной земле, любовь к своему языку, любовь к своему народу, к своим традициям и так далее, это все естественно. Это все естественно. И даже вот украинцы, которые принимают ислам, то есть они зачастую начинают там, менять свои имена, например. То есть, что в принципе дозволено, как бы, да, потому что человек имеет право на то, чтобы его звали наилучшим именем. То есть, по сути, пророк. Но опять же, да, я всегда рекомендую, говорю, то есть прежде чем там, поменять имя, посмотри на значение своего имени. Перед выбором, да? Ну, конечно, да. Если твое имя, оно несет благой смысл, то не надо его менять. То есть зачем его менять? Ты украинец, ты принял ислам. Но ты украинец в конечном итоге. Или ты русский, там, или ты, я не знаю, еще кто-то. Национальная идентичность остается, да. Да, потому что это вызывает отторжение какое-то. Это потому что, это неестественно. Это неестественно. Ну, другое дело, конечно, если у человека
родился свой ребенок, и он желает его назвать там как-то по-особенному, это его личное право. То есть... Айдар, мы сегодня часто слышим среди молодых религиозных людей, которые не, так сказать, отвергают понятие патриотизм, национализм. Как относиться к этому? Любовь к родине? Ну да, есть такая у нас проблема, к сожалению. Но опять же, да, но самый модный вопрос, то есть в первую очередь, кто я, крымский татарин или мусульманин? Или я мусульманин или крымский татарин? И начинается Да, что в первой степени, да. бесконечный спор начинается, да. Бесконечный спор начинается. Ну, это я бы так сказал, то есть это палка там с двумя концами, да. То есть если говорить об идеалах и ценностях, то есть об идеалах и ценностях, о нечто таком высоком, то, конечно же, то есть в первую очередь мы мусульмане, а потом крымские татары. То есть, ну, это идеалы и ценности. То есть это вот, ну, некая звезда, например, как полярная звезда, да, она указывает нам путь. То есть мы ориентируемся на это. Но вот с точки зрения именно реальной жизни, то есть практики, в которой мы находимся, в первую очередь мы крымские татары, а потом мусульмане. И существует вот такая вот диалектика, я бы сказал. Поэтому я предпочитаю вообще не разделять это. То есть я всегда говорю, крымские татары и мусульмане это есть нечто неделимое. Это не только моя точка зрения. Вот я, допустим, ездил во Львов, общался там с нашими крымскими татарами, переселенцами. То есть это многие так считают. То есть крымские татары, мусульмане это есть нечто неделимое, да. То есть ислам, он неотъемлемая часть культуры. Я даже сказал, это стержень нашей культуры. Вот. И то есть не надо вот спекулировать этими понятиями, не надо вестись на эти спекуляции. Потому что зачастую те, кто забрасывает такие вещи, они делают это преднамеренно, будь то в соцсетях или там или еще где-то. Для чего? Для того, чтобы вносить какой-то раскол. Какую-то там, я не знаю, межнациональную рознь или еще что-то, или конфликт. То есть надо быть более умным, то есть более дальновидным, более проницательным и понимать суть вещей. Друзья, как относиться к национальным традициям, обычаям? Противоречат ли они исламу? Если противоречат, то делать в этом случае? Национальные традиции, независимо от того, какой это народ, то есть они только приветствуются, поощряются исламом. Более того, то есть если мы возьмем основы исламского права, усулюль фикх, то есть законодательство, как оно строится, да, там есть источники, Коран, далее идет Сунна, далее идет единодушное мнение исламских ученых в каком-либо вопросе, далее идет там кияс, так называемый, да, там рациональные уже методы какие-то. То есть вынесение какого-то суждения по аналогии. То есть раньше не было водки, было вино. Вино запрещено, потому что дурманит. Стало быть, и водка запрещена, потому что она также дурманит. И так далее. Ну, так вот в перечне вот этих, скажем, этих глав, разделов, именно если мы говорим про законодательный процесс в исламе, есть отдельная глава, которая так и называется. Аль-урфу валь-адат. Ну, в нашем языке аналогично. Урф и адет. Урф-адет, да. Урф и адет, да. И это принимается. И более того, то есть любой мусульманский правовед, знающий, образованный, когда он вносит какое-то решение, он должен учитывать это. Он должен брать это во внимание, да, особенности эти. То есть и все, что есть благое, все, что есть, не идет вразрез с основополагающими исламскими какими-то законоположениями, догмами, оно все принимается. То есть и тому явный пример, например, имама Шафии. То есть был период, когда он жил там, не в Египте, в Ираке, по-моему. То есть его фетвы, они были одни. Он, когда переехал в Египет, его некоторые фетвы поменялись. То есть те решения, которые он носил. И это вполне естественный процесс.
Мгм. Друзья, сейчас у крымских татар, к сожалению, нет государственности, но есть национальные институты самоуправления. Как относиться к этим институтам самоуправления? Не запрещает ли ислам, или одобряет, или поощряет, или же наоборот? Хвала Аллаху. То есть Аллах Субхану ва Тааля дает мудрость с годами. Да. Я, допустим, в этом вопросе признаюсь откровенно, когда был молодым, горячим, тоже плавал. Мне казалось, что есть несоответствие и так далее. Но с периодом времени, когда человек мудреет, взрослеет, больше читает, больше видит, он начинает понимать некоторые вещи более глубже. То есть я всем нашим молодым, горячим братьям-мусульманам, которые считают, что наши национальные институты идут вразрез с исламом или еще что-то подобное, настоятельно рекомендую, во-первых, ознакомиться со всеми институтами. То есть, что они себя представляют. То есть не полениться. Например, если говорить про Меджлис, открыть там сайт Меджлиса официальный, открыть положение о Меджлисе и прочитать, не полениться. То есть я прочитал не один раз. То есть и убедиться в том, что нет там никаких противоречий. То есть, более того, работа этих институтов, благодаря работе этих институтов, которые представляют интересы всего нашего народа, то есть мы как-то сохранились, мы ведем свою борьбу. Ведь нас уже на протяжении 3 столетий русизм пытается нас уничтожить. То есть нас пытаются уничтожить. То есть, и причем мы должны понимать вот, истинные намерения, да, вот этого русизма. То есть, они же не поменялись. То есть менялась власть, менялась эпоха, менялось время, менялась идеология. То есть если брать там Екатерину, то это была царская империя. Потом пришли большевики, потом пришел Сталин. То есть теперь вот Путин пришел. Потому что ничего же не поменялось. То есть целенаправленно идет что? Политика репрессий, угнетения, уничтожения. И более того, то есть она настолько гнусная, да, вот я даже не задумался, вот недавно об этом задумался. То есть даже когда нас выселяли в 1944 году, да, весь народ, они же что хотели сделать? Они хотели же стереть и преднамеренно выселяли в основном куда? То есть в Среднюю Азию. То есть там, где живет народ, близкий, да, нашим традициям, и по языку близкий, и религия та же. Да, культура похожа, да. Для того, чтобы максимально, то есть создать такие условия, просто чтобы растворить. Слились вместе с ними, да. Полностью, да, растворить. И хвала Аллаху, что наши деды и прадеды понимали все это и сохранились. То есть не покорились всему этому. И вернулись. То есть это, на самом деле, это феномен, я считаю. Потому что если смотреть на историю, да, это же постоянно было противоборство Крымского ханства с Российской империей. То есть были ханства там после распада Золотой Орды. Было и Сибирское ханство. Астраханское, где оно? да. Нету его. Да. Астраханское, где оно? Нету его. Казань, то есть посмотрите, что стало с Казани. Да, половина казанских татар христианами стали. Вот. А крымские татары — это единственный вот этот народ, который он остался непокоренным. Вот Бойсун Маган, да, который остался, сохранился и борется, и продолжает бороться. И, альхамдулилля, иншаллах, мы будем продолжать эту борьбу. И, Айдар, уже передача подходит к концу. Что посоветовали бы в нынешнее время крымским татарам? Что делать, чтобы сохранить свою идентичность, чтобы оставались крымскими татарами, чтили свои традиции, обычаи? Что посоветуете? В первую очередь, это не ассимилироваться. То есть максимально прилагать усилия для того, чтобы не было ассимиляции. То есть не допускать смешанных браков. Это в первую очередь. Во вторую очередь, даже если есть смешанные браки, то есть учить свой родной язык обязательно. То есть установить это даже в качестве закона. То есть открыл дверь, зашел домой, все, ты говоришь на родном языке, на крымско-татарском. Чтобы это было на автомате. То есть не знает жена, не знают дети, значит заставляешь. Более того, у мужа есть право заставлять, и мы это уже обсуждали на предыдущих передачах. То есть установить какие-то рамки, то есть жесткие. То есть, обязывать детей учить слова, например, 5 слов в день, закон. То есть повесили табличку или доску, написали, и все, учат, сдают. Как-то надо
Вот приблизительно так, иншаллах. Ну, и обязательно же борьба должна быть. Борьба за возвращение на родину, в Крым. Чоксау. Это была программа «Истихамет» направления. Мы с муфтием Крыма Айдером Беем Рустемовым говорили про национализм, патриотизм и про любовь к родине. Мы прощаемся с вами ровно через неделю. Увидимся. Не переключайтесь.